исполнения. Я прошу прощения, Гершика. Готландская выспа, самый далекий остров Балтийского моря, центр Андейского, один из наидревнейших центров Андейского союза, розквіт будовляної активності на припадає на 13-14 століття. Готланд и он один из наибольших город Висби является другим по значимости городом Ханзы после Любека. Центр Висби. Далее. Сегодня это город, який знаходится цалком такого ЮНЕСКО, поскольку заховал свою середньовечную структуру без измен. В 15 столетии там же все экономично спинилось и только отразилось недавно, как туристичный. Это один из двух европейских городов, где цалком заховались городские середньовечные умацования. Сувязі Полоцкої з Ганзой, з Андейским союзом, збольшого можна було міркувати, тому некілька місяців тому, коли мені пощастило бути в якості туриста, я всіляк сподівався знайти сліди полоцької активності в часу, але не думав, що не пошинці до такої ступені. Можливо, церква, про яку я буду зараз говорити, знайома російським колегам, але то, що вона абсолютно невідома в історіографії білоруської архітектури, це напевно. Значить, на території сьогоднішнього Висби знаходяться дві православних церкви. Видає на те, що їх в огулі було всього дві в 13 столітті побудовано. Одну побудували новгородці, другу, як стверджують наші англійські колеги, палачани. Так, зараз я вас зорієнтую. Значит, це старий ринок, ось торг. Центр немецких простых купцов. И вот тут поближе 15 знаходилась Новгородцы, была побудована, коля 1200 года. Невеликая церква, яка была, рештки которой были открыты в 1971 году в вынику археологических раскопок. Да, вот зараз над этой церквой находится средневечный дом, в котором ресторан с назвой «Русский сад». Когда сказали, нам пошельцево новые господары ресторана дозволили нам спуститься и оглядеть руины. На жаль, фотоснимки мы не отрывались, это снять там довольно тесно и узко. Вот то, что, в принципе, сегодня продумано здесь хореография гражданской. Это невеличкий храмик, по меру совсем маленьких, и вот такой структуры, довольно новгородцы. Разбурение припадая, занепадывая церковь, припадая на часы Флянской войны 1573 года. Недалеко от торга, в приватности поближе B12, находится руина церкви святого Ларса, Лаврентия Лаврению, нашли историографии по Шугаре. Показал эту церкву нам профессор Готландского университета, керівник кафедры середньовечной истории Нильс Бломквист. Он добро знайомий палачанам, поскольку реализовывал тут, здається, с колледжем несколько проектов, Прошу далее. Одна из средневечных гравюров церкви святого Ларса далі. Ось поглядите на її план. Я, на жаль, кажу про повідомлення, презентацию в этой церкви, поскольку не могу зараз представить документальное подтверждение, але посылаюсь на своих наших латанских коллег, які стверджують, що в архиве города заховались документы, які свідчать о том, что эта церква была куплена у немцев. Вот в такой ситуации, побудованной, как бачите, в другой Швеции 13 столетия, вот это купили палачане немцев и добудовали эту часть. Это значно больше. По габаритах, на жаль, тут нема масштабной линейки. Але это на порядок больше, чем церква новгородцев. Прошу.
Прошу далі. От зверніть увагу на структуру. В плане доклада читается грецкий крыш. Прошу далі. Конечно, это не объект византийского пола, бо техника тут романская по классы, по структуре, далі. Але тим не менш, прошу звернути вас на концепцію внутрішнього простору, збудований на плані грецького крижа. Прошу далі. Далі. Вельми характерные сходы лестницы в структуре стен, которые ведут на боковые тройные. Когда вас подали в окна, вы бачите. Завершалось это, конечно, не куполом, поскольку купол довольно технично недавно зробить. Это, видать, была вежа романская, прошу далі. Так немецкие коллеги реконструируют выгляд церкви Святого Ларса на полоский период. Найбільш цікаві сходи в цій частині. Далі. Ну і зверніть увагу на полоский объект, это Великий собор Неччинского монастыря, побудованный на 20-30 год ранее за перебудову церкви Святого Ларса на Богданці. Наступний. Ну і прошу звернути увагу, коли взять план повыше этого, то величина считается квадрат основного объема и структура вот как бы. Я не хочу стверджать, что это прямые аналоги. Я на мою думку, этот материал достаточно сказать о том, что все, что впливи певне є, які належить дослідувати, звернути увагу на це об'єкт. Далі. На этом мое поведение не закончено. Я предусім хотел бы скористатися публічною нагодою і подякувати Стефану Еріксону, дякуючи намаганню, которое на ниве белорусско-шведских объектов, вибачать культурних зв'язків, сузив і став можливістю для знайомства і